Продолжается осенняя жатва яровых культур. Золотыми стеблями выросла на полях кукуруза. Если в начале октября техника только выходила в поля, то сегодня аграрии подводят первые итоги. Яркий пример в хозяйстве ООО «Орджоникидзе». Здесь в этом году кукурузой засеяли 85 гектаров. Убрать успели уже 20. И хотя работа еще в разгаре, урожайность здесь уже радует. Здесь средняя урожайность у нас от 35 до 45. Вот, у нас, почему разница такая? Потому что на возвышенности, допустим, урожайность она бывает ниже, а вот чем ниже вот сейчас ложбине, допустим, там выше. Отличные результаты уборочная компания показывает и по всему региону. На сегодняшний день валовый сбор кукурузы составил около 25 тысяч тонн. А вот подсолнечник аграрии уже практически полностью убрали с полей. Собрано 1500 тонн маслосемян. Если царицу полей обмолотили лишь наполовину, то солнечный цветок уже в закромах. У нас более 18 тысяч гектар под кукурузой на зерно. Из них мы уже убрали более 7 тысяч гектаров. В этом году ситуация, конечно, намного лучше, потому что в прошлом году у нас была чрезвычайная ситуация, была засуха. И в этом году тоже была засуха, но и тем не менее ситуация была с погодно-климатическими условиями лучше, поэтому и урожайность у нас в этом году намного лучше по яровым культурам. Сбор ярового урожая в этом году проходит позже обычного, виной тому климатические условия. Однако, как мы видим, на качестве и количестве урожая это никак не сказалось. Параллельно с уборкой яровых в октябре у аграриев начался и новый виток труда – посев озимых культур. В этом году их урожай показал рекордный результат. Валовый сбор превысил 113 тысяч тонн зерновых. Под урожай 2026 года отвели 26 400 гектаров полей. Аграрии рассчитывают в следующем году, если не превзойти, то повторить нынешний успех. Посевная уже завершена. Озимые культуры дали первые дружные всходы. Состояние озимых культур на сегодняшний день сходы есть, идет кущение. Урожайность зависит от климатических условий, какие осадки будут, вот, как зима покажет себя, как весна. Большинство зависит от осадков, от влаги. Наряду с зерновыми и масляничными в этом году собрали богатый урожай овощей. Валовый сбор в регионе составил около 9 тысяч тонн. Из них 6,5 тысяч тонн продукции открытого грунта, остальное защищенного. В ассортименте весь так называемый борщевой набор: свекла, капуста, морковь, томаты, огурцы, горох и лук. А валовый сбор картофеля составил 18 300 тонн. 2500 тонн из этого объема заслуга крестьянско-фермерского хозяйства Хашигульгов. Здесь 100 гектаров было посеяно, 100 гектаров картофеля и 70 гектаров овощей. Из овощей у него в основном идут томаты, капуста, лук репчатый, то есть борщевой набор. Вот. На 70 гектарах мы собрали, данное хозяйство собрало около 900 тонн овощей открытого грунта. И на 100 гектарах под картофелем здесь собрано более 2500 тонн картофеля. На сегодняшний день Ингушетия обеспечивает себя картофелем на 70% и овощами на 50%. Эти цифры выше прошлогодних показателей на 6%, что говорит о значительном росте в отрасли. После завершения уборки ярового урожая, который планируют закончить до конца ноября, аграрии могут передохнуть до весны, чтобы снова выйти на поля и продолжить свой нелегкий, но такой важный труд. Зелимхан Кулоев, Адам Гулоев, Рахман Икажев, Магаз 24.